У лагеры 13-й брэсцкай школы два отрады по 16 человек. Гульни, викторины, конкурсы, экскурсия ў школьны музей войны в Афганистане не толькі. Кожны день расписаны амаль што па хвілінах. Сумаваць і нічога не рабіць дакладна не аб іх. Гэта атрад «Сонейка». Тут школьники от 6 до 10 гадоў. Усе яны маюць як мінімум один агульны інтарэс – робототэхніка. Гэта справа актыўна наладжана ў лагеры менавіта для іх. Мы строили машину гоночную, трактор и вертолет с медведем, который спасает. Сегодня мы строим пчелу, потому что нам дали букву, чтобы сделать какое-то слово. И у нас получилось слово «пчела». До речи, STEM-центр у школе был открыт год тому. Сёлета его плануют модернизовать. Мы в этом году реализуем второй проект по развитию нашего STEM-центра, потому что первый этап был сугубо для учащихся начальной школы. И мы закупим более такие новые наборы для старшеклассников и для учащихся среднего звена. И будем с ними в объединениях по интересам программировать этих роботов. А вот гэтыя старшакласнікі вырашылі не адпачываць на канікулах ад вучобы. Іх атрад «Эрудыт» профільны. Кожны дзень у гэтых школьнікаў да ўсяго яшчэ некалькі заняткаў па прадметах, якія яны хочуць подтягнуть. Это как бы дает помощь, помогает нам, чтобы собрать свои силы, собрать себя и подготовиться вместе с учителями в индивидуальных группах. Нас делят на группы 9, 10, 11 класс по отдельности, по несколько человек, и мы ходим на разные предметы. Сёлета на вясновых канікулах у Брэсцкай вобласці працуюць 229 прышкольных лагераў. В них более 7,5 тысяч деток. Профильных у нас лагерей более 60% как раз в этот период, потому что профильные лагеря – это лагеря, в которых дети могут заниматься своими интересами, занятиями, своим хобби. Арганізатары адпачынку ў лагеры абяцаюць рабіць і робяць усё, каб кожнае дзіця як мага лепш адпачыла, а галоўнае з карысцю. Ганна Быкевич, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».